Ты еще ислам не приняла? Не приняла. Не умею азан читать. Вендетта, привет. Ой, не могу. Ассаляму Не алейкум ва знаю, как это. рахматуллахи. Не знаю, как шахаду произнести. Бисмилlah, Вендетта, научи бисмилlah. меня. Альхамдулилля, альхамдулилля. Не проблема. Альхамдулилля, да. Мы сейчас из тебя сестру мусульманки делаем. Хамдулля. Что ты говоришь, Вендетта? Повторяй за мной. Ага, говорю. Аузу биллахи минаш шайтани раджим. Аузу билляр шайтани раджим. Бисмиллахи рахмани рахим. Бисмилляхи рахмани рахим. Я свидетельствую, Я свидетельствую, что нет Аллаха, Чего не знаю. что нет Аллаха, кроме чеченского дела, кроме чеченского дела. Ага. и Мухаммад является педофилом И Мухаммед является педофилом. по 32 сахих хадисам. Альхамдулилля. По 32 сахих хадисам. Альхамдулилля. Все, теперь ты свободна. Аллаху акбар. Аллах Акбар. Аллах Акбар. Иногда в ресторане. Ой. Так, надо полайкать, наверное. Подождите, а что тут вот написано? Кто не стоит на Низам 2002, тот даже не мусульманин. Это в кустах у нас муджады. Это 100%. Это кустарный джихад у нас был, когда в кустах вообще конституцию поменяли кустарным методом. Ага, понятно. Значит, 2002 это шарипат. А до 2002 была конституция Чеченской Республики, светское демократическое государство. Потом резко муджады, наплевав на целый народ, вот так плюнув, да что они скажут. В кустах решили поменять весь строй, короче. Представляешь? Посягательство на Конституцию, это несколько пожизненно можно давать таким людям. Момент. Так, всех приветствую. Видимо, тут новую еще надо такую адаптированную шахаду политическую. Я свидетельствую, что Низам 2002 настоящий закон туда-сюда и так далее. Да? Ага, тоже Вендетта. надо. Да, Такое. Вендетта, Это у придумай. Вендетты лучше получится. Вендетта, придумай шахаду вот по этой теме. Да, обязательно. Маршал Ду всем. Ибрагим, тебе вот сердечки шлю, и тебе Вендетта. Да славится пророк Вендетта, да славится пророк Вендетта, да прославится пророк Вендетта. Аллах Акбар. Аллах Акбар. Если, подожди, Вендетта, если ты пророк, то я тогда кто? Райская гурия? Пророкша. Пророкша? Тогда я, получается, мать, как там? Мать всех матерей. Не Мать- райская гурия, точно. Нет, Мать тогда ты правоверная. мать всех мусульман, если ты хочешь стать матерью Айши, должна Да, стать. хочу. Кстати. Что тут пишет? Ты кахала. Это что значит, Вендетта? Ибрагим, переведите мне, что он сказал. Ну, Действительно, это как обычно, как их пророк, вот эти срамные места,
Их пророк Да. всегда вот этих срамных местах там А плавал. чё вы не подниметесь, мне это не скажете? Ну, скажите мне это, я по-чеченски читать не умею. Ну, я пойму, если вы мне скажете. Вы поднимитесь, скажите. Чё вы тут внизу сидите, пишете, как крыса? Это сунна пророка быть крысой. Ничего себе, это было грубо. А где ты тут простой, где ты тут шнырей увидел? Скажи. Шнырей это у тебя во дворе сидят, знаешь, там, с бутылкой пива. Где ты такое слово нашел? Шныри. Это, по-моему, еще... Это, Ибрагим, это, поправь меня. Это, по-моему, знаешь, в советское время так изъяснялись, так называли каких-то... Вот, На Зайком, на Зайковском, на Зоновском жаргоне. да, как это У нас Арби сейчас гости идут. Арби Лев за ООН. Арби, поднимись ради Аллаха. Арби Лев за ООН. Арби, ты не должен быть за ООН. Ты должен быть за Шарипат. Поднимись ради Аллаха. ради Аллаха, да. Не базарь. Ну, базарь это тоже, что за жаргон такой вообще? Ты где находишься? Ты вообще, ты кто такой? Ты вообще где сидишь? Ты в каких местах? Ты где-то в местах лишения свободы сидишь, что ты так, у тебя такой этот язык тюремный. Я очень плохо спала сегодня, сама говорить толком не могу. Я вчера очень была занята, мы общались в Нартиаде, не помню с кем. Аллах да халал. За ООН МО. За Афганистан, за шариат. За исламское государство вацо. А МО язын этик. Язгалы язын хариуа. Ой, теперь со мной муджахидис. Раб Аллаха, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Я наш Вамбаль бин Бамбали. Но если даже нас двое, у нас жамаат. Давай этих кафиров нагнем тут. Не слышно? Очень плохо слышно, ты как будто бы вечер добрый, утро доброе. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышно сейчас? Вот сейчас более-менее слышно. Нет. А это что стоит за фотка? Это отец шариатской демократии и первый, кто нашел золотую середину между однополыми браками и шариатом. Это Лев Аллаха, муджахид. Это лишь Аллаха. Да, закар, это Лев, да, лица Лев, все сразу. Муджахид. Лев Аллаха призван был Али, ради Аллаха. Раб Аллах, тебя как из пещеры слышно, где пророка нашего, саллаллаху вассас, зажимали. Так, это что здесь за богохульство? Вернее, Аллаха хульство. Но он только внизу писать умеет, как это как опущенный, знаете. Ты опущенный. Это буквально, да, он внизу как бы находится. Да, ты опущенный, поэтому и внизу. Вот. Артур, поднимись. А это
назвали Абу Джахи, ты сказал, вот я знаю, что Али ради Аллаху, Хамза ради Аллаху, они были львы, действительно. Но ночной охотник, вот Умар бин Хаттаб, знаешь, он был мечом Аллаха, ночным охотником его я прозвал, потому что он не давал женам пророка выйти по большой нужде положить фугас. Марш, марш. Такой диалог веду, уважаемый, я подписался, потом это как я на работе, сейчас извиняюсь, прошу прощения. Давайте, ладно, мира и блага вам, я зайду попозже. Давай, я тебе расскажу про ночного охотника. Приди. Видите, Валахи, вассалату вабарикату. Ой. Я со всеми можно поздороваюсь хотя бы? Всем здрасте. Приветствуем, Машова. Всем тоже здравствуйте, не перебивал, как слушаю вас. Ну, когда проповедь идут, перебивать нельзя, это правильно. Ну да, у Ведеты бывают хорошие проповеди. Вырос это с чеченцами, но меня воспитывали соседи в Казахстане, жил. Знаю очень хорошо чеченцев, как вырастили меня. И очень отличаются, вот я в Европе сейчас живу, вот эти нынешние чеченцы. Это от тех, которых, как я в Казахстане познал, которых я вот здесь встречался, некоторым с Казахстана, что чеченцы, вот у них, с ними у нас 2-3 часа мы останавливаемся и затягивается разговор. А вот с этими как-то, ну, бородачами, да, так сказать, ну, кто салафизм вот это хотят на себе примерить, да, салафизм. Плюс-минусом они друг другу не втягивают, наоборот, отвергают. И они потихоньку становятся вот этими, да, полуарабами, да, как-то, к сожалению. Ну, вижу. Большое вам спасибо. Доброе утро. Доброе утро, приветствую всех, Маждов. Ну что, будем возвращать на рельсы своя. На рельсы будем возвращать Абдуллачина, Забудуллачина. Виндета, вы меня пригласили, я поднялась. У меня есть вопрос к вам, если можно. Алхамдулилля, конечно, можно. Это у нас Смотрите. исламские ученые, поэтому... Да, я в курсе. Вы знаете, об исламе я как бы много интересуюсь, много чего, да, как бы я стараюсь я сама тоже познавать. А вот суфизм я вот никак не самое понять не могу. Это то, что есть там в Азербайджане некоторые там суфисты. Это что за люди? Кто-нибудь как-то их понимает? Суфизм – это основатель, отец суфизма, это Ибрахим, напомню его, это турецкий вот это подданный Аль-Газали, да, Аль-Газали. Это основатель, это смешанное все. Это когда для определенного народа, чтобы там пустить корни ислама, туда ваше родное язычество смешивают с этим суфизмом, с христианством, со всем. Короче, из всех религий самые хорошие, там, смачные берут, это смешивают с вашими народными традициями, обычаями, вашими верованиями и называют это исламом. Вот что это такое. А исламу какое они отношение имеют? Вообще Виндета? никакого. Окей, спасибо. Раз-таки суфизм является полным противоположностью ислама. Ширк, многобожие.
Единственный грех, который Аллах не прошит, это суфизм. Это ширк. Простой, а ты больше всех знаешь, смотри, да? Но они, видишь, не только на территории Азербайджана, вся Турция, все вот это суфизм, даже да, Балканы, вот это все, что они исповедуют, это суфизм, Кавказ тот же, да. Это вот эта часть вся суфистская, псевдоислам. К салафитам это какое-то отношение имеет? Я не поняла. Конечно, салафиты их называют хуже голубых. Вот суфистов они называют хуже голубых, хуже наркоманов, нечистью называют. Почему турки уже начали на турецком языке там петь азан или там в Коран читать, но уже на турецком языке, не на арабском? Серьезно, Всё даже меняется. такое? Я даже не Конечно. знала, я была не в курсе об этом, кстати. Удивили. Видишь, суфизм доводит до удивительных вещах. Если почитать там суфистские рассказы, там сказки такие, что... Пару сказок известных знаете? Ну, как там на ковре летали пару суфистских этих. У нас даже без ковра есть летчики. Да, в суфизме. Я Ковры серьезно. самолеты, что ли? Не поняла. Да, ковры самолеты, так точно. Серьезно, что ли, Вендетта? Да. У нас без ковра есть, который летал. Он одновременно мог делать намаз в день Рузвана в Мекке и одновременно в селе. В двух местах сразу находиться. А, вы имеете в виду про Кудус? Про Иерусалим? Он имеет в виду про этого, который Луну на три Ну, части. я про него и говорю. Он же про Иерусалим на тот момент Кудус. как они У называют. нас были свои вот это, как их, аулия, которые были Аллахом одарены своей силушкой. Аллах там какой-то процент силы им отдавал своей, как Муха Грибоедову. И у нас тоже были такие суфизмы. Камушки как его имам Шамиль кидал и море утихомирил. У нас есть еще один, у которого с кувшина вообще не кончалась вода, который мог посохом проткнуть и колодец вырыть, который Мухаммад не смог за 63 года, кстати. Да, разные чудеса говорят. Сами люди чудесные верят в такое. Прямо аж смешно с одной стороны. Потом легко вот такие вещи веришь, как и Кашпировскому поверишь, и всей Чанде, если таким вещам веришь. Да, Каспировский тоже мог заряжать воду у телевизора. Он тоже был одарен Аллахом. Да. Все сказочники верят в таких людей. Ну, что сказать. Добрый день. Главное, что эта сказка претендует на весь этот мир, что хочет завоевать мир. Вот это самая проблема. Если сказка оставалась бы сказкой где-то там в Аравии или у себя там сказкой, Так точно. не было бы проблем. Проблема то, что они претендуют на весь мир это навязать. Вот эту Так сказку, точно. это дебилизм всему миру. Да, чума Вендетта, можно 21 что-нибудь века. сказать? Да, говорите, конечно же. Я вот знаете, что не понимаю? Почему вот это вот называют сказкой? Я бы называла это ужастики. Это фильмы ужасов, это не сказка. Так Ну, точно. что на осле полетели и прилетели, это сказка, да, Сусанна? Да, ну когда ты берешь Вендетта, вовчик, да, ты меня слышишь, Вендетта? Да. Да, брат, хотел тебе вот на вооружение дать. Вот ты сейчас упомянул Аишу, да? Вот у меня к тебе вопрос. Ты Бухари там 7017 и 6986 как бы просны. Ты знаешь вот эти хадисы просны, как Мухаммед интерпретировал?
Но то, что Айша вот этих, я просто по номерам... Не, я могу- с другого ракурса хочу тебе показать, брат. Вот смотри, Мухаммед говорил, что есть 3 типа снов. Короче, первое это От шайтана, от шайтана, от шайтана, от Аллаха. да, и от Аллаха. И есть еще 3, когда ты вот рефлексируешь о том, о чем ты думаешь. Вот у меня к тебе вопрос. Когда он увидел сон, что Аиша как бы ему раскрылась, вот это полотенце, и там была эта бедная девочка, да? Вот смотри, если у него мораль была бы высокая, он мог это интерпретировать, что это от сатаны, да? Вот если как такое кому-то приснится, не дай бог, да, вот такое, да? Ну ты же не скажешь, что это от Бога, ты не сможешь это сказать, ты сразу скажешь, что это от сатаны, да, вот такое какое-то дерзкое такое, там, безаморальное, как бы, аморальный сон. Если он как бы это интерпретировал от Бога, получается, что он не посчитал это аморальным, правильно я понимаю? Конечно, соответственно. Все, тогда почему говорят, что вот это от Бога, типа, и Бог разрешил? Бог ничего не разрешил. Вначале он фильтрует, он фильтровал сны от сатаны, фильтровал сны от когда Аллаха. силушки не было, пока не Понял, о чем я, укрепился. брат, говорю? Значит, он это профильтровал, как бы это, он посчитал это от Бога. Понимаешь, получается, у него такая была мораль. Близкого, самого близкого друга ребенка, 6-летнего, увидеть в полотенце и с такими словами, что это типа твой, бери ее, он это интерпретировал от Бога. Получается, это была и его мораль. Еще Вот просто плюс, это хотел тебе сказать. это не полотенце, это запретный, вообще харамный шелк. И думаю, китайский шелк это был. Я не знаю, брат. Он как бы пропустил через фильтр. Если он посчитал это от Бога, ну, получается, значит, это соответствовало его морали. И, кстати, просто не в тему, но ты знаешь, почему вот птицы там в воздухе как бы держатся? Ты знаешь, почему? Не понял вопрос. Птицы говорят, Мухаммед говорил, что держатся, потому что Аллах так желает. Не потому, что они там, у них крылья там. Только вот по желанию Аллаха. Если Аллах бы не желал, они бы упали. Он про то, Ну, про я не это знаю, самое, я про честно не небо. знаю. Ну, всерьез, ну, Ну, о про чем сейчас небо. уже всерьез говорить? Я уже не смотрю на это всерьез, брат. Уже все. Вот я уже прошел ту линию, когда еще можно что-то обсуждать. Ну, если человек это знает и в это верит, ну, уже все, брат. Про небо то же самое, он сказал, что Аллах это небо держит под опоры там, подставил на это. Я не знаю, вот, блин, я там составил, у меня где-то 100 страниц по каждой теме. Ну, я даже не знаю, о чем уже. Просто кайфую от того, как ты вот разговариваешь, брат. Приятно тебя слушать. Дай Бог тебе здоровья. Все, что я хотел сказать. Спасибо. Аминь. Что, видимо, что у меня один вопрос. Почему вы думаете, что то, что было сказано, интерпретируется именно так, как вы считаете? То есть, Это не мы интерпретируем, это великие ученые ислама уже разложили по полочкам. Мы просто читаем. Нет, я не говорю переводите, я говорю интерпретируете. Хорошо, давай 65-ю суру, 4-й аят сейчас интерпретируем по-твоему. Давай. Ты всего лишь 459 человек, который при первой возможности вместо... Разложи нам по своим понятиям 65-ю суру, 4-й аят. Давай. Научись разговаривать. Давай, мы тебя слушаем, мы хотим твою интерпретацию к этому аяту. Давай, мы слушаем, давай. Я вас спросил, я вам задал вопрос, вы сначала ответьте, почему вы Я считаете, тебе ответил, мы ни хрена не интерпретируем, мы читаем тафсиры, мы читаем сахих хадисы Бухари Муслима.
в котором Молодец, за я вот тебя и слышу, за я нас вот все слышу. уже сказано. Подожди. А Вот я можно услышал задать твои вопрос мысли. гостю Вендетта? Можно. Нужно. У меня такой вопрос. А как это надо я уже даже выговорить ваше слово не могу. Какой с точки зрения, Суть в да, том, что они надо считают, посмотреть что на всё, что это. сказано, и всё, что Подождите, совершено. они читают аят, я насколько знаю, они читают после этого тафсиры. А вы как это принимаете? По-другому? Не так, как принято, а как-то Нет, еще тафсиры, по-другому тафсиры, импровизируете? Ой, я даже не могу выговорить слово. Просто наше знание лингвистики недостаточно, чтобы Нет, самим что-то подожди, толковать. Это друг. первое. Видимо, Эти все твои тафсиры, это просто чтобы отполировать, понимаешь? Просто чтобы полировкой заниматься, вот это тафсиры. Какой Что еще тафсир? раз? Тебе написано, что книга понятная. Что тебе непонятно? В книге написано 10 раз, там написано, что это понятная книга. Ты Сират читал Мухаммеда? Читал. И вот просто один вопрос я тебе задам. Ты помнишь, когда дедушка Мухаммеда там поспорил с соплеменниками как бы насчет колодца, который он типа нашел, что это мой колодец. И, короче, они не согласились и сказали, давай сейчас пойдем к какому-то жребию. И вот там написано, что они пошли в Сирию. Понимаешь, 1100 километров, чтобы какой-то жрец пойти в Сирию. Понимаешь, вот просто объясни из Мекка, какого хрена идти в Сирию, какую-то Сирию, 1500 километров, даже они не знали, где это что находится. Вот ты вообще размеры представляешь, вот то, что там написано, размеры? Почему там этот человек там напал на эту Мекку, как бы, там вообще вот все там непонятно, вот полная ерунда, вот тему назови, и Можно просто понять. невозможно, если Я там его, честно сила говоря, не не понимаю, заставишь но человека, говорит, ну в это невозможно по ходе- поверить. Ну, по если ходе ты вот не человека- конкретный дебил, ну в это ты не сможешь поверить. Ты говоришь о походе военном на Мекку у человека Нет, из не о Сирии? военном походе. Это поход, когда ему сказали свои же, что это нет, это наш колодец, а он сказал, хорошо, давай пойдем там к вору, как бы вот типа вот да, разбираться. Ты меня да, хочешь спросить, почему они это жрецу, сделали? с которым, короче, будем разбираться. И поехали 1500 километров, поехали на верблюдах. Понимаешь, чтобы у человека спросить мнение, кому этот колодец принадлежит в Мекка. Ты вообще понимаешь, вот какая это ерунда? Я вот немного не понимаю одного. Ты хочешь, чтобы я тебе Ты Сира ответил, читал? почему? Чувак, ты Я Сира читал, я читал? понимаю, о чем речь. Мне И ты в интересно, это ты веришь, хочешь, что чтобы я- Мухаммеда там, Подожди, ты кому хочешь, кто-то чтобы я- ему Вот ты сердце задал вопрос, ну вырезал дай ты мне и ответить. очищал. Ты в почему это вот веришь? такие вот детские методы? Подожди, Дай мне подожди, ответить, вот пожалуйста. самое Ты задал легкое я свой тебе вопрос. задам. Что Мухаммеда кто-то, два парня его там как бы сердце разрезали, как живот разрезали, сердце достали, его очищали. Ты в это веришь? Да, это сказано, я в это верю. Все, у меня как бы полномочий нет. Еще легче. Еще Я не легче. психолог, Подожди, да. еще легче вопрос. Давай, давай. А ты веришь, что Мухаммед на Ишаке летал на 7-е небо? Верю. Но не на Ишаке. Это пишут, что не на Ишаке. На чем? Скажите, пожалуйста, чтобы Там я точно тоже не поверила. описывается, но описывается то, что это Альдаба, это зверь. это Но никто не говорит, Хорошо, что еще это один какие-то простой такие- вопрос. А ты веришь, что Мухаммед спал с 9-летним ребенком? С 9-летним, да, с ребенком нет. А это как, по-вашему, это 9-летний что? ребенок это А женщина? подождите, Ганнибал в 9 лет почему ходил воевать? Не помню. Алло, где. ты сейчас Ганнибал, хочешь муху Ганнибал сравнить с не был Ганнибалом? врагом. Подождите. Я сейчас Речь заругаю идет о том, что Ганнибала, в ты то же современных самое мерках- сделаешь? По современным меркам судите человека, который жил 1400 лет назад. Это немного некорректно. А некорректно, какая нет? разница, чувак? А какая разница? Ну вот, Да, допустим, какая 17 лет... Хочешь, я тебе мораль 2000 лет назад принесу? Не 700 лет я тебе Подождите, фору дам. раз не Я тебе интересно мораль послушать. принесу. Спустите Какая меня, у него пожалуйста. Я разница? просто послушаю. Ну, я не в состоянии с такими разговаривать. Спустите меня, пожалуйста. Смотри, ты за мораль говоришь. Можно с ним поговорить, пожалуйста? Да-да-да, конечно. Минутку. И ты за мораль говоришь, я тебе 700 лет форы даю. Я 2000 лет назад и даже 2500 лет назад тебе форы даю мораль, да, человеческую. Ну, где-то 1000 лет я тебе форы даю. Я тебе проведу 1000 лет морали назад, и ты мне мораль покажешь Аравийского полуострова и то, что говоришь, что это было морально
нормально. И одно то, что он говорит нормально, а как он это говорит? Сравнение не имеет это? Он, насколько я поняла, он не сравнивает одно с другим. А как он воспринимает это по сей день, то, что было в 7 веке написано, он придерживается всему этому, что ли? Я его правильно поняла? Нет, подождите. Нет определенного возраста, есть критерии. Если человек в то время подпадал под эти критерии, а в это время не подпадает под них, то брак на нем запретен. Первое. Второе. Если человек зрелый, да, половозрелый, просто скажет, хоть в день свадьбы, нет, вовсе я не хочу. Как раз таки. А у этой девочки кто-нибудь спрашивал? Подождите. Нет. Подожди. Я сейчас читаю хадис Бухари про зрелость. Подожди. 6130 Сахих аль-Бухари. Как раз таки Айша была неполовозрелым ребенком. Я играла с куклами у пророка. У меня были подруги, которые играли со мной. Когда посланник Аллаха заходил домой, они прятались от него, но он снова посылал их ко мне, мы продолжали играть. Играть с куклами и подобными изображениями запрещено, но для Айши в то время было разрешено, потому что она еще была девочкой, не достигшей зрелого возраста. Молодец, красавчик, вы Вендетта. Я хотела только сказать, что куклы ширку являются именно в исламе. Вот, чувак, как он может называть ребенка девочку, это женщиной называть? Вот это мне интересно. Ну, это ваших... Можно я... То, что тебе Вендетта прочитал, ты зайди на sunna.com, там указано следующее, что вот так нужно общаться, вот когда он прикрыл, когда он слушал, как бы Аиша слушала, вот как на тамбурине играли, да, и там прямо указано, что вот так нужно общаться с детьми. Вот там прямо указано слово, зайди на sunna.com, там на английском, там прямо указано, что вот так типа нужно баловать, можно баловать детей. Понимаешь, то, что она была ребенком, там прямо как указано, что с детьми как надо общаться, вот так, так надо общаться с детьми. То есть детям дозволено слушать музыку, тебе там сказано, чувак. Это вырезка из хадиса. Что вырезка у тебя, блин, суннаком, это вообще там, это как раз вот отцы вот твоего ислама сегодня, вот это на суннаком. Не, отцов это моего они там ислама пишут, нет. не я Отцы там моего пишу. ислама, это мой отец, который передал мне ислам, и сподвижники, которые принесли. Ну, значит, у тебя свой ислам. А как твой ислам называется? Как твой ислам называется? Ислама не передали. Да что ты говоришь? Я тебе говорю. что передали? Москва Анонимуса на аватарке. Мне хорошо объясню. Мне говорили, что Мухаммед был бедным чуваком, который привязывал к животу камень от голода. Он отпускал, целый день работал, и вырученные средства выкупал на это средство рабов и отпускал рабов. Сегодня захожу в Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим, там 112 глав продажи рабов. Наш пророк был барыгой, который торговал вот этими людьми. Он свободных, практически свободных продавал в рабство. Нет, практически свободных не говорили. Есть определенные критерии, которым он следовал. И эти критерии были довольно строги, первое. Второе, это была распространенная в то время практика. И опять же есть критерий, который сейчас ее ограничивает, чтобы... Ну ты считаешь это самым моральным поступком, когда в рабство людей продают? Ты это считаешь показателем морали? Подождите, вы не учитываете одного, то что если он у тебя образец морали, чувак, на всю жизнь. До конца веков. Почему вы говорите, что он образец морали? Вы отрицаете это, потому что он не соответствует вашей морали. Кто сказал, что Друг, если я тебе объясню 200-300 лет, какая мораль до этого ислама была, ты сегодня даже этой морали позавидуешь и будешь просить этой моралью, чтобы жили, как жили вот до ислама. Я тебе говорю, мораль там в Римской империи очень на высшем уровне была. Это на Аравийском полуострове морали не было, понимаешь? А не говори, что везде не было. Мораль очень везде была. Это на Аравийском полуострове не было. И она претендует на все мировое. Понимаешь? Я тебе расскажу историю Римской империи, и ты офигеешь, какая там мораль была.
И А я сегодня могу тебе не рассказать хватит. Это случайно не тюркские там, где эти. христиан закидывали Смотрите, а я вам расскажу про тюрков в ноты на тоже. сиденье? Там от девочек замуж не выдавали, там от девочки были воинами в основном. К тому Это где? примеру, Тумарис. В Средней Азии. Вы слышали о таких местах? В Средней Азии я слышал, что буквально 100 лет назад продавали детей как Да, раз-таки потому что сексуальной зашел ислам, к сожалению, да. Вот так людей калечат, вы вы- правы. Идеология ислама, когда у людей в этом во всем Вот это так работает. покажи мне в По-другому не Римской может империи, работать. покажи Да. мне в Римской империи, где на 6-летней это девочки, 9-летняя это женщина. В Римской империи точно не знаю, было ли это в Римской Абу империи. Кириллу слово дать, Абу Кириллу. Здравствуйте, здравствуйте, вы меня слышите? Маршал Душев, Масага. Маршал Духеш Высов, чувак. Маршал Абу Кирилл. Маршал Душев, Масага. Вот я не пойму, вы о чем спорите? У кого вера хорошая или что вы спорите? Нет, мораль какая была, это он говорит, что в то время мораль у всех такая была. Я Нет, говорю, я не что говорю, нет. что у всех было. Не, вот мне интересно, рабство, тогда не такое было, не сейчас как рабство было. Вот Ламру, ты скажи, рабство в исламе запрещено сегодня? На данный момент запрещено. Где? Что где? Исламом запрещено, да? Есть Исламом хадис. запрещено. Посмотри, разрешено ли рабство на данный момент. Разрешено, подожди, сегодня разрешено. посмотри. В исламе разрешено рабство. Посмотри в Сирии, когда ИГИЛ... Подожди, ты мне говоришь, что в исламе рабство запрещено. Я На правильно данный тебя момент, понял? да. Где я могу это прочитать? Ты можешь зайти в интернет и вбить, разрешено ли рабство в исламе на сегодняшний день. И там прочитай. Хочешь? Все, я привожу аят. До скончания веков присланный аят, 2 сура, 178 аят гласит: вам предписано возмездие. Раб за раба, женщина за женщину, свободный за свободного. То есть Аллах пустого и порожникового аят прислал, да? Получается, по его словам, так. Вы коранит или вы судите коранитов? Я тебе вопрос задал. Нет, я тебе ответный вопрос задал, как ты мне это сделал уже 4 раза. Не, вы его не так судите понимаете. коранитов? Он вам дал суру, аят с вашей книги Коран. Там, где это Молодец, все нельзя пожалуйста, отменить. дайте Вы, мне наверное, не договорить. понимаете. Хорошо, еще один вопрос. На момент смерти пророка, сколько рабов у пророка было? Ну, ты меня еще спроси, сколько квадратных сантиметров был у него дом. Не. Сколько рабов у пророка было на момент его смерти? Когда его Айша Есть траванула. определенные критерии, по которым на данный момент рабство запрещено. Тогда, возможно, оно было разрешено. Давай, пускай, приведи хадис, что-то приведи, пожалуйста. Откуда ты это говоришь? Он приведет. Да он ничего не приведет. Он приведет, что наша сестра, королева Англии, заставила их отменить рабство. Это да, это он может привести. А по Он книге не приведет. Теперь сможет. у него есть, он сказал. Пускай, сейчас он приведет, подождите. Не, у него просто понятие есть, а сейчас им этом. И не то понятие об исламе. Отец ислам принес ему, сказал он, да? Я не понял, у него отец кто? С моим воспитанием занялся. Вам. Понятно. Вот это приведи рабство отмененное вот, в исламе. Минуту, дайте. В исламе рабство отмененное. Я слышал твой вопрос. Давай повторять по 4 раза. У вас какие-то методы странные. Давай. Американцы истинные мусульмане, они отменили рабство. Ищит, подожди. Вообще рабство, оно может быть от Бога?
Если есть Бог, что-то святое, нет, я думаю, не должно быть рабов. Но в исламе там все рабы Аллаха. Вот раб Аллаха. Раб сбегавший. Вот смотрите, вот странное, смотрите, раб, который сбежит от своего хозяина, намаз, который делает он, не принимается Аллахом. Вот это вообще странное, да? Да, Аллах не принимает. Пока он не вернется к своему хозяину, его намаз не принимается. Представьте себе. Послушайте сюда, пожалуйста. Почему я говорю, я раб Аллаха? Потому что Аллах создатель, он меня создал, да? Кемаль. И эти ситуации... Аллах ни хрена не создал. Срочно, Ибраима срочно вызовите. Я не знаю, а ваш Аллах нуждается в рабах, да? Раб Аллаха. А ваш Аллах нуждается, да, в вашем рабстве? Ибраим, выключу. Да. Кемаль, давно тебя не слышно было. Ты действительно мусульманин. Я хочу вам объяснить минуточку. Почему я раб Аллаха? Я достойно раб Аллаха, минуточку. Как он будет? Пускай потому что будет. на этом земле живет и сатана, и навсы. Я действительно очень буду своему рабу Всевышнему, чем другим людям. Ну да. Это мое никто не может ничего сказать. Ты хочешь стать рабом, становись без проблем. Это твое. Ты хочешь стать рабом, ты можешь стать рабом. Это твое решение, понимаешь? А вы знаете, что в исламе у раба можно половые органы секирить, ну, евнухом делать. 24 сура, 31 аят. Чтобы ваши женщины, подожди, я считаю аят, чтобы ваши женщины не испытывали неудобства каждый раз перед рабом, чтобы хиджаб надевать, Аллах и пророк дозволяют отрубать нахрен половые органы у своих рабов. Нет, это насчет, смотри, насчет хиджаба. Нет, это аят, 24 сура, 31 аят. Там как раз как говорится, перед категорией мужчин, перед которыми вашим женщинам не нужно одевать хиджаб. Рабов, лишенных вожделения, секиренных органов, да. Смотри, вы сказали, я вас послушал. Вы послушайте сюда, пожалуйста, я вас выслушал внимательно, да? У нас, наоборот, не дозволяют эти вещи делать. Теперь я вам одно скажу. Ты по нации чеченец, правильно? Да. Да. Это твой выбор, ты что выбираешь? У вас это у кого? Подожди, у вас это у кого? Послушайте-то, это твой выбор. Теперь я имею в виду, да? Это мой выбор. Что ты выбрал, ты выбрал. Что я выбрал, то я и выбрал. А почему ты заходишь в те вещи, которые ошибками говоришь? Те вещи, которые ошиблись. Покажи. Да, аят недостоверный, да? Касаемо. Касаемо евнухов, рабов. Подожди, ты дурак, что ли? Подожди, ты дурак, что ли? С Корана аят недостоверный, как это говоришь ты? Я не пойму. Нет, подожди, он так объяснился. И он что говорит, там сказано? Ты понял вообще? Там сказано, что можно делать рабов евнухов. Чтобы женщины, мусульманки не должны были одеваться перед ними. Послушай сюда. Я тебе Раб сейчас Аллаха, скажу, да? я извиняюсь, можно вам сказать? Извините, пожалуйста. Смотрите, а вы отрицаете, что в турецком вот этом османском государстве были евнухи? И они жили в гареме, например? Вы считаете это неправильным, не по исламу? Не, дайте, пожалуйста, скажу. Вот девушка, ты, например, да, и я. Вот подождите, пожалуйста. Вот сейчас уважаемый тоже говорит, да? Скажи, что у тебя такой ситуация. Если девушка пройдет полуголым видом, если она пройдет и красивая, да, ты себя в руках будешь держать? Ты же на нее по-любому посмотришь. Поэтому у них Аллах и пророк дозволяли секирить органы. Я что говорил? Из-за этого
И поэтому женщинам говорится, я что-то уважайте другое свое... говорил, что ли? Женщинам что сказано? Уважайте себя и свое тело прикрывайте перед другими глазами. Потому что в мужиках тоже ситуация нехорошая, понимаешь? Мужики могут много себя в руках не держать, касаемо женщин. Понимаешь? Надо А правду вы говорить ничем от справедливо. животных не И за это отличаетесь, женщина да, должна раб прикрывать Аллаха? свое тело. Не, подождите. Если какая-то женщина там пройдет возле вас, не знаю, не в пристойном виде, а вы себя не сможете контролировать, сразу зайдете и налетите на нее. Я лично свой зор не подниму, не посмотрю. Я свой зор слышу. А вот вы написали раб Аллаха, да, у вас ник? Вы, я, знаете, я думаю... Он знаете о ком? Подожди. Он знаете о ком? А вот это рабах, которых захватили мусульман, они будут смотреть на их мусульманок. Понимаешь? Они же не мусульмане, они же не боятся Аллаха. И они будут пялиться У меня на жен. Вопрос у меня. Вот это раб Аллаха. Ты говоришь, взор не поднимешь. Ты на пляже вот так бываешь или нет? Никогда не был? Подожди. Не, я не расслышал, уважаемый, я не расслышал. Уважаемый поп, я вас не расслышал. Раб Аллаха, твой отец поп. Там не поп написано, КГБ там написано. Понимаешь? Там ну все, извиняюсь, извини. Да. Все, не объясню, вот, да, не объясню. Я тебе объясняю, ты зорный, ты тоже секиренный, что ли, не пойму. Ты евнухом работаешь или что? Ты на пляже не бываешь, да, вообще никогда в жизни? Это знаешь, касаемо истории, кого говорится, касаемо пророка Аюба. Слышь, ты за Аюба читал? Пророка Аюб. Я все читал, дальше, давай, продолжай. Вот смотри, когда он пророчество делал для человечества, да, он людей наставлял на правильный путь, и этим ситуациям он заболел, его сгнали, его жена пошла в эти же края и в этих города, чтобы хлеб для него попросить, чтобы он не умер от голода, да, он так сильно заболел, это было испытание. А дьявол пришел к его жене, сказал, что я могу тебе один хлеб поменять на твои волосы. Почему? Потому что твои волосы я должен что-то отрезать, ты должна отрезать твои волосы для своей дочки. Это дьявол к ней подошел. Она смирилась и поменяла, да, разговор нет. Но Аюб же мягкое наказание наказал так. Мягкое наказание. Просто взял ветки маленькие, вот так тихо. Ты на улице ходишь, например, туда не уходи просто, не уходи. Туда не уходи. Сегодня ты идешь по улице, ты глаза закрываешь или что, я не пойму. Или полностью ты кто-то ведет тебя. Очки носят. Потому что я свой зор спускаю, а те люди, которые беззнающие, то я только могу им добро. Вот этот человек ангел, короче, у меня вопросов нету к нему. Нет, человека ты не сможешь ангелом сделать, человек чистого света, а... Да, это чистого света ты, да, чистого света. Ты сам, вот я тебе скажу одно, подожди. Ты самый грязный, самый из грязных, я думаю, вот так я думаю. Да, конечно. Да. Я не идеальный. Ну смотри, ангелы... ты всегда вот так взор опускаю, эти сказки. Подожди, Алик, вот эти сказки нам не рассказывают, взор опускаю, вот это есть. Ты детям будешь рассказывать это, понимаешь? Детски рассказывай вот эти сказки свои. Что вам истина не нравится, что ли? Абу Кирилл, это знаешь из какого разряда? Мухаммад однажды вышел, рассказать аят. Там женщина прошла мимо него, которая искупалась, которая пахла так красиво. Мухаммад быстро убежал домой, быстро побежал. И нашел там Зейнаб бинту Джахш, мать правильно, которая кожу обрабатывает. Свою двоюродную сестру, да? Да, по совместительству. Он ее отникахил, прямо вот там воняет, кожу обрабатывает. Представляешь, вонючую свою Зейнаб бинту Джахш, двоюродную сестру. Он с ней совокупился интимно, отникахил, вышел и рассказал этот хадис. То есть, когда Мухаммеда спросили, откуда ты идешь, он сказал, я сейчас вашу мать Зейнаб отникахал, оттуда иду. Хорошо, ладно. Я извиняюсь, я выйду, пойду я к вам, еще раз, у меня по работе, после обеда.
Это опущение взора из Мы знаем, что разряда ты... Да, 4 да, жены. мы понимаем, что ты по работе. Так, мы понимаем. Заходи. Извини. Зоры опускает. Вот, продолжай. Из какого? Да, это из разряда 4 жены, это то, что дозволено покоренному, да, а самому дозволено 12 рабынь. Это из разряда, что весь рай состоит с этого. Там писание с менструациями, как женщинами проходить и вперед, и назад. И так опускает взор мальчик, да, он для монастыря только такой мусульманин. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرخات. Ко мне? Фархух, то есть, или Фарух. Неправильно. Фарух. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كيف حالك حبيبي؟ Чё ты начал на арабском и не можешь закончить на арабском? Ахля Сабаба, я закончила. Арабский язык самый священный язык в мире, нашей галактики. Самый чертовый язык, который, блядь, все испортил. Как? Астоперло. Саха, хуя. Самый чертовый язык, который везде все разрушил. Вы молочный кислый кефир, да, по-моему, из кефиров? Чего? Вы говорите из молочных продуктов, говорю, из кефиров, говорю. Нет, конечно. Сметана. Вы из тех, альхамдулилля, мусульмане? Да, конечно. Машалла. Давно вы мусульманин, Фарух? Новый? Вы давно мусульманин, говорю, Фарух? Давно. Как родился. Только как родился, я думал, скажем, сах. Как узнал своих родителей. А в каком возрасте вы узнали их? Приветствую всех. В 7-8 году. Серьезно? А до этого вы не знали, что это ваши папа и мама? Ну, откуда знать? Это чувство, это есть такие. Вы задали вы задали про религию вопрос. Я спросила, вы сказали, как узнал своих родителей, вы сказали. Я сказала, когда вы узнали своих родителей? В 7-8 лет вы ответили. А до этого не знали то, что они ваши родители? Не помню. Я вам задала. Не помню. Дальше не помню, поэтому. А что у вас было? Что-то было с головой? Нет, конечно, у меня все в порядке. Фарух, а вы исламскую литературу изучали какую-нибудь, хадис или Коран читали? Бывало. Бывало? Да. Практикуете, знаете? Нет, не хочу, уже попрактиковал, узнал. Понятно, спасибо. Я прочитал Коран. Что там интересного? Интересная книга. Скажите, что вы интересного там почерпнули? Я сравниваю это с еврейским законом. И вижу очень много вещей, которые одни и те же практически. Одни и те же? Да, очень похожи. Например, законы нечистоты, дней отстранения от женщины, окунания, использование определенных вещей для ритуалов очищения. Папа Гена, я вам одно скажу. Они из 10 заповедей, в исламе 6 точно это не соблюдают. Я могу ему разочаровать очень много, что не схожего, именно которые конкретно детали. Я могу по всей это пройтись, но это просто для мусульман чат, а так я бы ответил бы очень
что вообще это не те, это каждый еврей поймет, что это подделка, и там, смотри, самое главное, нету Пасхи и всего такого. Понимаешь, что каждый еврей соблюдает. Сейчас Знаете, что хочу сказать? Что хочу сказать? Можно сказать? Все книги, вся религия – это все грязная политика. Религия, да, это политика, но вера – это кое-что другое. Вера – это другое. Ты можешь верить в собаку, верить в дерево. Ты можешь верить в дерево. Как ты можешь Александрийскую библиотеку, книги там это говорить такое? Все про религию я говорю. Все религии, все книги – это грязная политика. А все, почти все книги до нас, то, что достались, вот старые. Я про религию почти, говорю. Они все религиозной тематики. Хочешь, они там... Сколько религий? Сколько книг? Смотри, моноготеизм, монотеизм или 4 книг. А? 4 основных книги. Коран, Платона, что ты Таурат, считаешь? Это тоже религиозно, если так взять. Платон, ты знаешь, тоже о душе писал и это. Ну да, но это философ. Древние греки. Писал это какой-то философ, вот как сказал, какой-то философ, какой-то любитель написал. Это я имею в виду про религиозно. Ну вот эти религиозные дети для людей. Это не религиозно, не сравнивай, не сравнивай это с этим. А можно вас на минуту перебью? Всем здравствуйте. Конечно. Здравствуйте. Давайте назад отступим. Там предыдущий спикер говорил, что пророк Мухаммед, у него были рабы, он их использовал чисто из-за того, что было время такое, ну, скажем так, в моде было рабовладельничество. Ну, разве святой человек может нести вот эти все блага, допустим, как сейчас, допустим, модно, политики воруют, там, устранять их как-то, это же неправильно для святого человека. Он же должен был наоборот, как святой человек. У всех первоотцов были рабы, и это не считалось зазорным в те времена, наоборот. Ну, были-то люди, рабы которые... были довольны своей судьбой. Ну да, я считаю, что это выгодно, удобно. Тебя интересует Мухаммед, да? Вот да, вот именно про Мухаммеда, это же вроде святой человек. Ну, святой много чего есть. Тебя интересует про Мухаммед? Ну вот до этого спикер говорил, что время такое было. Я считаю так, что если человек... Можно узнать твой интерес? С чего ты спрашиваешь? С какой целью? Ну, просто интересно. Я вообще сам не мусульманин. Интересно, иди погугли, найди книгу и почитай. Что ты задаешь такие вопросы, знаешь, неадекватные, неподобающие такие. А почему неподобающие? Ну, потому что не по теме. Ты уже видно по тебе, что ты у тебя палочка на руке. Ты хочешь ковыряться. Если тебе интересно, иди разузнай, погугли, почитай, а потом приди. По факту что-то говори. Не, ну просто он до этого говорил, и я там не смог. Ну какой тебе интересно? Если ты не мусульманин, с чего тебе интересно? Ну вообще про религии интересно слушать. Подожди, давай, ты в каком религии? Христианство? Вообще изначально был крещеный, да, ну не верю. Походу, атеист сейчас. Атеист, да. Да, атеист. Сразу заметно. Я маленько подзабыл тебе про твою религию какие-то вопросы задать. Я 100% уверен, что ты про свою религию... Смотрите, Фарух, послушайте. Он сейчас атеистом стал? Атеист, это человек верующий, атеист, который опровергает все это. Это Бог. Атеист против Бога. Переводится просто. Против Бога. Против религии, не против. Нет, не против такой Бога. человек против сам себя. Нет, вдумайтесь в слово атеизм. Что такое тео, вы знаете? По-гречески это Бог. Это отрицательная частица. Ночью будет куча, ночью. Я просто, может быть, не дожил до тех лет, чтобы верить. Это вера. Да ты не дорос еще. Человек, это никак не Бог. Ты еще не дорос. Ты еще ничего не видел. Да, ничего может не быть, знаешь. не дорос, но просто многие вопросы там
скажем так, они нету ответа ни в Ты каких... заблужденный, который знаешь, куда тебя потянут, где тебе интересно, ты туда и идешь. Нужно комментарии читать к Корану, чтобы понять. Я не читаю комментарии. Ну ладно, спасибо за ответ. Я вот спущусь. Или спустите, я просто не знаю, как спускаться. Послушаю вас. Интересно. Человек поднялся и не может спуститься и задает религиозный вопрос. Ты Не, я разберись, просто не знаю, пожалуйста, как... сам себе. Да, разберись сам себе, пожалуйста. Типа того. Алло, Фарук, ты мусульманин? Типа того. Как типа того? Ну, вот так. Он сказал, что он, альхамдулилля, мусульманин. Да. А вы что наговариваете? Звездочка. А вы не мусульманин? Я извиняюсь. Вы не что мусульманин? Я наговариваете? Вроде Не, я взрослая извиняюсь, девушка. я такой личный вопрос, знаете, как бы не спрашиваю такие вещи. Я не привык. Если я вас оскорбила, я не вы привык. извините, Нет, вы пожалуйста. меня не оскорбили. Я просто не привык с секретаркой. Мне не нужно секретарки, переводчицы. Не, я не сам ваша разберусь. секретарка, я думала, что вы где-то претендовали. Вы на так ислам, ведете просто себя. Вы поэтому. так себя ведете. А как я себя веду? Дайте мне ответить на Она вопрос. с тобой Вопрос был начала задан мне. разговаривать, и за это за тебя ответила. Она не во сне приснила, ты в чате присутствует Не надо, девушка, не чуть-чуть надо, его не жалует надо, тебя. не надо. Я Она с тобой извинилась, еще раз надо разговаривала. извиниться перед вами, Фарук. Девушка. Фарук, нормально отвечай на вопросы, или нужно будет Нормально тебя отвечаю, опустить? потому что перебивают меня. Нормально отвечаю. Ты примерно отвечаешь, Дайте мне нормально ответить. не отвечаешь. Ты мусульманин? Ну, какой тебе разница? Дай мне с ним поговорить. Мне задал вопрос, дайте мне с одним поговорить. Ответить, да, окей. Так, давай, иди отсюда. Слишком много петушишься, Фарух или Фурхат. Фенхат, как Крутится, вертится, не отвечает. Это девушка с ним познакомилась, и он сказал, даже девушка, если не расслышала его, ничего с этого. Так знаешь, как это, секретарша не надо, этот. Это я его с ним знаю, я тоже с ним разговаривал, он так выеживаться любит так. Доброе утро, друзья. Мальчо, сестра, яхутка, Алло. кефирши, наджеска. Алло, ногчи будет куча, ногчи. Кудок бок хочу, а ногчи, мальчо. Комплиментом, вендетта. Шалом, шалом. Шалом. Салам алейкум. Скажи, что ты мусульманин, это сразу понятно, что ты маму будешь делать, да, вот сразу. Это как позывное. كيف الدنيا اليوم؟ كيف حالك يا أخي؟ كيف حالك؟ كيف البحر؟ Bergman, a nokci bujku je čvor, kučva a nokci bon, Žikti bon, Vajski bon, Ukrajinč bon, Belarus bon, Tatarš bon, Turkš bon, Šave gu kučva. نوتشي هل زمن يحدون سيوق شنو ونخوي ملوش بو عم بناتيا Pajamaru bahketan ashab šbats do 40 štuk dirbenti a letkhujak buk. ني اسوديت نوتشو شكل بو Es boku 729. gadu pajamaru šniriat, vai nokči nānoja zudrī nasīlot bajahketan šnirīšī, 40 tūšak ashabu yukdo dirbenti a zakopā. جين دا تسودو ايش Gen oga, ulli oga, boškaliats. يو Зелем. Ногчи. نوتشي история цаёзо ногчо убош казалось что шмамовна Ha istoriju cvien uikus es vai glamdu. خات يشوق وقتهم Na esam hon istoriju uzah vai es ladodu. ليه نوتشي قومن يقير هلبلو سيوق شبريش ملوش خلا لانسو Zēlim huksa abarg zēlim. Cunu abarg mūkala khayam.
Хазин, да, борзерим, бусур махилла хая. Дээрцэ хала да мола. Дээрцэ хала бусал мэлхала хая. Соног ябар гүнү мол бо пидараз салам бусал 100%. Авал демот мабит со моват. Дуя муат, буатце бо любой мол пидараз юбо отлично. Авал нахуй, бля. Его. Хую, буя муат он буйца. Шныр омайриола. Хо хада хапая марио элег. Шныр хаял шныр. Я, кажется, чеченский начинаю понимать. Ровно Я 2 тоже. слова поняла. Русские вкрапления. Я только шнырь поняла. Еще были русские слова. Русского происхождения. Слушайте, то, что мужики пишут гадости, это я уже привыкла от мусульман. Но то, что мне вчера женщина написала, если я своей маме там что-то делаю, это, конечно, фантазия была превыше всего. Это был шок. Обращай внимание, у нее там это, кто так пишет, ты знаешь, недалеких умов люди. Я считаю, что... Он сейчас просто проверять зашел их. с позиции там, расскажи историю, говорит мне на чеченском, что ты же чеченскую историю. Не, я говорю, если ты знаешь, я тебя послушаю. Абаргзелем, кто были героями, то есть онахами чеченцами. Вот Абаргзелем один из них. Я его спрашиваю, а знаешь, по какой причине он стал вообще героем и вот этим абреком? Я ему объясняю, что вот это ваш мулла, вот этот мудак, проститутка, вот именно вот это мулла-сутенер гребаный сделали из него вот этим обреком. Он, короче, недоволен моим ответом, моей правдой. И он начинает на чеченском там полностью, как свой пророк, про все щели, мясо, там, про все остальное. Вот такие мудаки. Вендетта, я всегда говорю, не спрашивай, если не хочешь услышать правды. Если спросил, будь добр, послушай правду. Правда, она бывает разной. Она бывает Вендетта, он разная, она сказал, может быть с мусульманин, разных сторон, с разных мусульманин. ракурсов смотрит на нее. У каждого своя правда, как говорит. Да. Ганиба ахуэля, соцаки дырон. Ганиба ахуэля. Сказал этот, который зашел, он сказал, Зелимхан был мусульманином. А знал ли Зелимхан, что это мусульманство вообще? Он знал, что сестры там, дети, вот это. Конечно, не знал. Если мы это не можем на это смотреть, как бы Зелимхан на это отреагировал? Ну, как раз таки я ему 100% правильный ответ дал. Как раз так мусульманином был тот, кто из него сделал абреком. 100%. Вот. Простите, пожалуйста, а кто изображен на фотографии? Ты Закаев? Я не вижу. Отец шариатской демократии и первый, кто нашел золотую середину между однополыми браками и шариатом. Это наш Закаев. Как можно понять ваши слова про однополые браки в шариате? Это цитата Закаева. Киса, Это Воробьянин. сам Закаев сказал, что он нашел золотую середину между однополыми браками и шариатом. Интересно, что он имел в виду? Черт его знает, как Борис Николаевич, я бы так говорил. Нету такого в шариате, насколько мне известно. Сейчас уже в Турции можно встретить то, что делают однополые браки. Каждый от себя на ходу уже выдумывает. Там уже. Однополые браки не ведут к продолжению потомства. Поэтому они запрещены во всех религиях. А то, что сегодня дают скидки этим людям, не буду их называть, это странно. Да, Мухаммад тоже был любителем вот этих приключений. Там этот хадис уже в ранг опущенных они спустили, а так он был до сей поры достоверным сахих хадисом. Народ Эльзгута
самого Мухаммеда до утра отъехали, что он не мог на ногах, короче, передвигаться, он на четвереньках приполз. А в исламе вот даже халиф имеет право быть ЛДПРовцем, то есть голубым. Интересный вопрос. Вопрос по поводу предсказаний Мухаммеда. Предсказания о том, что типа будут народ турков, с которым мы будем воевать. Есть ли какой-нибудь ответ на вот это? Мне интересно послушать. Сразу есть ответ. Я тебе могу на свой канал направить вот этот телеграм. Я там выставил это несколько аятов, в которых Аллах прямо мухой говорит вот это Мухаммеду. Скажи, если они тебя спросят о будущем, вот объясни им, что Аллах никогда ни на земле, ни на небесах не сотворил ни одного живого существа, которое знает предопределение. Ты вот просто представляешь? Мухаммед не знал Бога. Мухаммед, когда евреи его позвали, алло, 29-й, бля, ты что, пророк? Он сказал, нет. А кто ты? Он сказал, что я почтальон. Ты будущее знаешь, спросили Юрия. Он сказал, нет, будущее знает только Аллах. Никаких нахрен предсказаний Мухаммед не делал. А если они скажут, мусульмане, что это типа от Аллаха, Аллах сказал. Не знаю, мусульмане могут все, что угодно сказать, если честно. Просто есть много разных течений. Я нашел вот к этому источник. Источник был один из его сподвижников, который воевал и пошел там походом на Хазарию. Ну, в то время Дагестан, да, в то место, первый оплот Хазарии. Хазария это ближе там, где Астрахань сегодня. Ну, вообще тот весь район. Ну, она же с Дагестана начиналась, нет? Ну да. Да, у нас прибрежная зона была от Астрахани до почти Дербента 400 километров. Это вся прибрежная зона принадлежала чеченцам. Суть в том, что когда он туда пошел, он этих турков и увидел, типа с маленькими глазами, плоскими носами. Вот это его сподвижник. И тогда вот этот аят и был, ну или хадис, да. Хадис и был ниспослан. Вы не подскажете, что это за хадис? От его ученика это хадис, как я понял. А не от Аллаха, не от Мухаммеда. Это он чисто выдумал от себя. Можешь подсказать? Что это за хадис? Можешь подсказать, чтобы я почитала? Хадис? Да, я просто первый раз слышу про него. Знаешь, хадис Ибрагимов, боец такой. Именно этот хадис я не слышала никогда. Да, боец такой. В UFC раньше выступал. Ну, серьезно, как этот хадис найти? Открою пророчество, типа, про турков. Не будет судного дня до того, как вы не сразитесь с турками. С людьми с маленькими глазами, плоскими носами и в шерстяных сандалиях. Это не тюрки, получается, это получается, как и... Тюрки, но не турки. Получается, это не турки, а тюрки. Тюрки. Просто это был Туркменистан, они взяли турки. Ну, типа, от того, что они слышали. Ну, короче, это тюрки, да. Турки, да. Турки, Тем более это узкие и глаза. туркмены, и казахи, и узбеки, и кыргызы. Да? Это все тюрки. И азербайджанцы. И хазары. И азербайджанцы тоже. И татары тоже, кстати. Да. Нашла. В исламской традиции пророчество Мухаммеда о тюрках в хадисах используется собирательно арабское слово от тюрк, обозначавшее в то время кочевые тюркские племена Центральной Азии. Делятся на два ключевых направления. Призыв к миру и описание будущего столкновения, которое считается одним из малых признаков судного дня. О, я не знала об этом. Так что не только с евреями им надо воевать, еще и с тюрками тоже. А еще тюрки, наша Средняя Азия, судного дня не будет, они повоевали, судного дня не было. А что вот это вот за хадис? Не трогайте эфиопов, пока они не трогают вас, и оставьте тюрков, пока они оставляют вас. Сунан Абу Дауда.
Это все, я говорю, от аббаситов было, во время аббаситов, я думаю. А эфиопов же, эфиопы, да, это восстание сделали. Напомните, племена эфиопов или нет? Ну, Эфиопию так никто и не покорил за всю историю, кстати говоря. Стелла, это ты что там за это прочитала, хадис? Скажи, пожалуйста, тоже почитала. То, что не трогайте эфиопов? Нет, то, что про тюрков. Я просто загуглила пророчество про турков. И вот мне все понятно. И дальше написано такое. Пророчество о битве, малый признак судного дня. Пророк Мухаммад с удивительной точностью описал внешность людей, с которыми арабам-мусульманам предстоит сразиться в будущем. Историки ислама связывают это событие с первыми битвами амиядов и аббасидов против тюркских кочевников в Средней Азии, а позже с монголо-татарскими нашествиями. Монголов-арабы тогда также относили к категории ат-турк. В хадисах от Абу Хурейры говорится: «Не настанет час этот, пока мусульмане не сразятся с тюрками, людьми с маленькими глазами, красными лицами и плоскими носами. Лица их будут подобны кованым щитам». В этом и прикол, что первоисточник вот этого хадиса, первоисточник, он воевал с ними, он походы делал. И от него этот хадис и был издан, по сути. Да, вот Сахих аль-Бухари. «И не настанет час этот, пока вы не сразитесь с людьми, обувью которых будет мех, шерсть из-за сурового холодного климата их родных земель». Слушайте, ребят, я первый раз об этом слышу, знаете? Интересно. Тут еще есть кое-что. Пророчество о взятии Стамбула, Константинополя. Хотя напрямую этноним турки здесь не упоминается, это пророчество тесно связано с историей турок-османов. Константинополь обязательно будет завоеван, как прекрасен тот предводитель и как прекрасно то войско, Муснан Ахмад. Этот пророчество вопрос можно в эту группу задать? Алло. А? Вопрос можно вам задать всем? Давайте. Я почему говорю, что тут послушал 5 минут вас. Вы очень все грамотно все так преподносите. Скажите, почему корова ходит лепешками, а баран горошком? На все воля Аллаха. Можно не отвечать на этот вопрос. Этот вопрос под боком. Вы это сам в говне не разбираетесь, будете нам еще тут про говно толкать, что ли? Вы свою историю выучите, потом нам здесь про свое говно пихаете. Это Аллах так захотел. Лепешки, горошки, все это дерьмо. Я его этот подкол еще в детском саду, когда была, это таким, как он, я писала. О чем он тут говорит? Он намекает, что мы говорим о том, чего не совсем он хочет сказать, какой он умный. Давайте еще ему лучше вопрос зададим. Вот, подожди, а ты знал, что Мухаммед сказал, нужно подтираться камнями, и сам подтирался 3 камнями, нечетное количество раз, после большой нужды. Это да. А у меня другой вопрос к нему. А что первое было? Яйцо или курица все-таки? Курица. А у меня к Шаху другой вопрос. Превратилась из динозавра в курицу. Почему тебя волнует, как корова ходит? Почему тебя не интересует, что человек с сосиской ходит? Ты за пророка Мухаммада что говоришь? Типа он сказал, что камнями надо протираться? Да. Вы что, не знали, что ли, раба? Это известный аят. А ваши предки чем подтирались? Читаем. Подождите. Теперь слушай, записывай. 21 глава. Выход по большой нужде. Очищение с помощью камней. 155 хадис. Передает Бухари, личный камненосец пророка. Однажды, когда посланник Аллаха, обычно не смотревший по сторонам, вышел по нужде, я последовал за ним.
Когда я приблизился к нему, он сказал, то есть пророк уже фугас сложил, принеси мне несколько камней для очищения, или же он сказал нечто подобное, но не принеси ни костей, ни сухого навоза, Раус. Тогда я принес ему в полах своей одежды несколько камней и положил его рядом с ним, а сам отвернулся. И удовлетворив свою нужду, он воспользовался ими. Ты много знаешь, да, чеченец, слушай сюда. А ты я тебе прочитал Сахих Бухари, Адис, что пророк подтирался камнями. Да или нет? Да или нет? Я тебе прочитал Сахих Хадис, в котором пророк нахрен подтирал свою жопу камнями. Я тебе привел источник. Смотри. Ты был верующий и не стал неверующим. Ты познавший и сюда зашел. Алло, подожди, Причем здесь это раб Аллаха? Я тебе хадис привел, где ваш пророк камнями чистил жопу, да или нет? Ну ты дай сказать. Ты дай сказать, если ты говоришь, если ты понимаешь, считаешь, смысл пойми. И расшифруй хорошо, уважаемый. Смысл? Какой там должен быть еще смысл? Ты что тут будь серьезным таким... Научно. Аль-Бухари, главный соратник, Аль-Бухари пишет. Самый, наверное, выдающийся комментатор. В то время бумаги не было, слушайте. Потом это изменилось, очищайте себя водой. Какой бумаги? Что? Какой бумаги? Что, в исламе можно бумагой потеряться, что ли? Да? Там в оригинале, в Сахихе, газетой. Секунду, у меня вопрос к Рабу Аллаху. Раб Аллаха, скажи, пожалуйста. Правда, да? Секунду, ребята, дайте мне спросить вопрос у него. Раб Аллаха, скажи, пожалуйста, что такое истиджмар? О чем это говорит? Это на каком языке? От слова excuse-moi. И ну, если он знает ислам, он должен понимать, о чем я. Переведите его на русский. Стелла, ты не к нему обратилась, дорогая. Переведите мне его на русский язык. Ну как, это же ваша религия, вы должны ее понимать. Но если все в этом религии, а арабский язык не все здесь. Ну, еще раз, можно услышать эту фразу? Слово истиджмар. Избавление от нечистот, секунду, избавление от нечистот без использования воды. Вот что это означает. Сегодня это тоже запрещено, кстати. Ты бы лучше бы сказал об этом сразу. Я хотел с тебя вытащить тот слово, что ты мне перевела его. А я знал это. Ну смотри, когда вы говорите «Альхамдулилля», вы же говорите это не на русском, вы говорите на арабском. Если вы грязные, смотрите, девушка, если вы грязные стали, вы чем себя очищаете? Скажите, пожалуйста. Моемся. Вода есть. Ну, так и для гигиены нижний пол, чтобы говном не воняло, мочой не воняло. Ты должен чисто, приятно помыться. Понимаешь, чтобы было приятно, чисто. Истиджмар говорится о том, что не без воды надо очищаться. То есть камнями. Смотри, послушайте, у вас мужики, например, когда суд, они стоя суд. Когда они суд, они сильно не выжимают, там остается. И когда они трусы, брюки одевают, эта капля падает на их трусы, это наджас. Понимаете? Это наджас, это нечистота. И что? И камнями, и вы камнями говорите, вы думаете, что камнями это будет чисто? Послушайте. Во-первых, когда камнями они вытирались, для чего не было тех средств, они камнями, когда протирались, одновременно же мылись с водой, чтобы не оставалось там кал. Понимаете? В том-то и дело, что вы не правы. Номер ни одного хадиса нету, что они использовали. В хадисе именно говорится об очищении камнями без воды, уважаемые. Ни одного хадиса нету, чтобы пророк говорил, что нужно очищаться с водой. Ни одного. Тогда быть справедливым для человечества говорит справедливо. Хорошо, если ты не достал... Номер хадиса, в котором пророк говорит, что нужно очищаться водой. Один номер назови. Тебе зачем номерать? Мне один хадис гребаный назовешь или нет? Сказано, мне посредники не нужны, такого как ты, предатель. Алло, хлеборезку закрыл и приводишь один номер сахих хадиса, в котором пророк говорит, что нужно очищаться водой.
Но ты же не уверовал, зачем тебе говорить? Бля, вот вы, А суки, откуда блядь, арабы все взяли до это? единого, блядь, суки, Водой. бля, гребаные. Откуда взяли? Секунду, Скажи, раб Вендетта, Аллаха. секунду. Раб Аллаха, вот представь, что люди хотят уверовать. Для того, чтобы уверовать, им нужно поверить твоим словам. Для этого тебе нужно подковывать свои слова доказательствами. Каждый человек потенциальный мусульманин, каждый. Поэтому нужно общаться красиво. Я так считаю. Просто я прекрасно знаю, я как раз таки пошел интересовался, нету ни одного сахих хадиса, в котором пророк бы говорил, что нужно очищаться водой. А есть сотни хадисов, которые... Да закрой, ёб твою рот, блядь, свою гребаную хлеборезку нахрен. А я как раз таки могу прочитать сотни хадисов, в которых пророк как раз таки прямо говорит, нужно очищать свое очко вот именно камнями. Да, нечетное количество раз. Да. Хочешь, чтобы я... Вода Вендетта. Вендетта. Прочитать их? Хадис о просьбе принести камни и запрете костей и помета. Этот случай произошел с Абу Хурейрой, когда он принес пророку камни в поле своего плаща. Сахих аль-Бухари, хадис номер 155, в некоторых нумерациях 156. Раздел «Книга омовения», глава «Очищение камнями», так называется глава. Потом хадис о запрете очищаться правой рукой и менее чем 3 камнями. Этот хадис передал сподвижник Сальман аль-Фариси, когда язычники подшучивали над тем, что пророк учит мусульман даже правилам туалета. Сахих Муслим, хадис 262, книга очищения. Хадис о нечетном количестве камней передал Абу Хурейра, что посланник Аллаха сказал, кто совершает омовение, пусть промывает нос, а кто очищается камнями, пусть делает это нечетное число раз. Сахих аль-Бухари, хадис 161, в других изданиях 162. Сахих Муслим, хадис 237. Хадис о правиле 3 камней от Айши. Сунан Аби Дауд, хадис 44, признан достоверным. Сахих. Ну и список длинный. Ну, вот так вот сказать формулу. Тот, кто использует четное количество камней, тот не мусульманин. И вот правило 3 камней, хадис от Аиши. Жена пророка Аиша передала его слова. Когда один из вас идет в отхожее место, пусть возьмет с собой 3 камня и использует их для очищения, и этого ему будет достаточно. Сунан Абу Дауд. Это сахих. Меня слышно? Можно так сказать? Вот кто не соблюдает вот это вот количество, тот не мусульманин. Как еврейку интересует другой вопрос. Те камни, которые будут говорить, где нас находить и убивать, это те же камни, которыми подтирались, или это все же другие камни говорящие? Одноразовые камни. Я думаю, это говорящие камни, Стелла. Стелла, турбины пока молчат. Вот эти деревья с плодами, у которых много пестицидов, они будут молчать. Деревья же еще, да. Стелла, а вы с деревом это определились, если вдруг придут искать? Я просто, честно тебе скажу, я даже помаду, когда рассказывала в свое время, мне было очень интересно. Ну, если это дерево, логично, да, подумать, если это дерево должно нас спасать, то оно явно должно быть где-то в наших книгах описано. Ну, не может быть такого, что это жизневажное для нас дерево, и оно у нас нигде не написано. Я почему-то не нашла нигде ничего похожего. Не знаю. Да, никогда не найдешь в этом плане. Абалаха, что за деревья это? Не подскажешь, ты вроде знаешь.
Вы здесь, раб Аллаха, у вас спрашивают? Микрофон там по-другому открывается на кукурузу. Похоже, откройте. У него был закрыт. Раб Аллах, я открыла микрофон тебе. Просто нажми на кукурузку. Что это делает религия? Неужели интеллект все зашкаливает в этом смысле? Что, куда все ушли? Все здесь? Здесь. Вам задали вопрос. Деревья, которые будут прятаться, как называется? Не можешь? Гаркад. Дерево называется гаркад или дереза на русском языке. Ага. Что дальше? Написано в Коране, что будут евреи прятаться за этим деревом, потому что это еврейское дерево. А воины Аллаха будут поражать их. Ну вот Стелла вот права, если они будут прятаться, то евреи должны знать, за каким деревом прятаться. То есть у них должна быть инструкция. Нет, у евреев же есть, не евреи же. Как они будут прятаться, не зная, зачем прятаться? У них это сказано, как касаемо их стены, которые они стенку построили. Непонятно. Нет, по логике. Что ты сказал касаемо чего? Вот послушайте, пожалуйста, давайте тихо поговорим, пообщаемся. Да, просто тебя плохо слышно. Подвинь чуть-чуть поближе к себе микрофон. В Израиле построили большую стену. Есть такая? Есть. Это и сказано. Что вы будете прикрываться под стены, это защищается как под дерево. Это надо расшифровать, когда читаешь, надо расшифровать. Нет, там написано, что иудеи будут прятаться за деревьями гаркад, и камни будут говорить мусульманам, где их найти, где их убить. Слушайте, это Коран. Слушайте, мусульмане вас, евреев, не убивали никогда в жизни. Так это ваше предсказание, это хадис на будущее, что мы будем растить эти деревья. Вопрос, почему такое жизненно важное дерево, почему мы, евреи, о нем не знаем, и оно у нас нигде не упомянуто. Мусульманам не сказано, что это убивать или что. У тебя не слышно, раб Аллаха, где ты там? Нормально, настрой свой микрофон. Там передвинь или подвинь что-то. Мусульманских обязанностей нет у кого-то, как вы говорите, убивать. Они только наставляют достоверные версии, потому что это все качество среди человечества, а не среди религиозных обрядов. Это все делает человечество. Ничего не понятно. Как-то надо... Непонятно. Очень интересно, но ничего не понятно. Нет, по логике вот Стелла права. Но, если прятаться, если евреи должны прятаться, то они должны знать, зачем они должны прятаться. Иначе нарушается логическая цепочка. Возможно, дело в том, что Талмуд был написан еще до возникновения ислама. То есть все основные знания евреев в Талмуде находятся. Нет, все равно они должны были знать. Там логика такая. Логики. У нас есть некоторые растения, которые очень важны в иудаизме, да, фрукты какие-то. Не может быть такого, что это жизненно важно для нас, и у нас оно никак не упомянуто. Я же не говорю, чтобы оно было упомянуто в качестве спасителя, но хоть как-то должно было быть упомянуто, если это настолько жизненно важно для нашего народа. Смотрите, то есть евреи должны знать, зачем прятаться. Вот сейчас, допустим, наступил этот момент, да? И вот евреи должны за деревьями прятаться. За какими деревьями? Да, вот они же должны знать. Вот, благодаря Корану узнали евреи, за каким деревом нужно причем, прятаться. папа Гена, оно описывается как именно еврейское дерево. Понимаешь, вот я тебе сейчас зачитаю сам хадис. Да, я знаю. Не настанет судный час, пока мусульмане не сразятся с иудеями. Мусульмане будут убивать их,
так что иудеи будут прятаться за камнями и деревьями, и тогда камни и деревья будут говорить: «О мусульманин, о раб Аллаха, вот за мной прячется иудей, иди же и убей его». И только дерево Гаркад не сделает этого, потому что оно является иудейским деревом. То есть, если это дерево является еврейским, почему иудеи о нем нигде никогда не упоминают? Нету. Потому что оно является еврейским с точки зрения мусульманина. Логично. А так вообще по логике евреи есть мусульмане. Вообще, по-большому. Нет, еврей не Это может быть как, это мусульманином. как? Нет, это не Это так. как? Смотри, раб Аллаха, если первый это среди монотеистических религий приходит еврейское, а потом христианство, самое последнее приходит ислам, а как они могут быть мусульманами в твоем понимании? Смотрите, уважаемая сестра, потому что когда Моисей пришел, Муса, для еврейского народа, он спасал и в этих ситуациях. Очень плохо слышно. Плохо слышно, да. Немножко в микрофон говорите, пожалуйста, не разобраться. Ну, напрягаешь людей тут вообще. Настрой микрофон и вернись. Вот смотрите, уважаемые, во-первых, касаемо евреев, они являются и мусульманами. Когда евреи говорят, мы с потомков Авраама, Моисея, мы уверовали тоже в Тору, потому что Моисей был Вы другом лично Аллаха. уверовали в Коран. Вы врете, сейчас лжете, Не, лицемерите. мы уверовали в Моисея. Коран нам говорит, Ну, уверовали в смотрите, Моисея. вы держите шаббат, как и евреи? У вас есть Нет, шаббат? они признают Тору. Нет, От Священную книгу, того, что Таурат. они признают, они не становятся ни иудеями, Секунду, раб Аллаха, ни у тем меня к тебе остальным. вопрос. У меня к тебе вопрос. Вот ты говоришь, что все иудеи, они тоже муслимы, то есть это преданные, покоренные Аллахом, да? Вот так это переводится. Покоренные. Да, покоренный. Окей. Это не мусульмане, это муслимы. Окей. Скажи, пожалуйста, если это так, то каким образом в Коране есть аят, где говорится, что иудеи худшие из врагов ваших? Если они Почему? покоренные Потому что вы должны вот этот тафсир его расшифровать. Она почему говорится, я вам сейчас расшифрую тафсир. Потому что они говорят, что иудеи это избранный народ, я их избрал, потому что пророчество от еврейского рода. И в этих ситуациях я отправлю вам Моисея, Моисей сделает так, что я сделаю так, через тебя спасать это, я спасу свой народ евреев. Я через Раб тебя, Аллах, как у меня Моисей. такой вопрос, Нет, да, ты к вам? вопроса не понял. Я спросила, если мы, иудеи, тоже муслимы, и вы верите во всех пророков и иудеев, то каким образом у вас есть аят в Коране, где говорится, что иудеи худшие из врагов? То есть иудеи, и после этого идет многобожники. То есть приравниваются иудеи к многобожникам. У вас касаемо Моисея разногласия пошло. Когда Моисей на 40 дней задержался, Всевышним Аллахом разговаривал на 40 дней на горе. И у вас среди вашего народа, когда спасение было, кто стал... Секунду, это ваша ошибка. С иудеями вышли другие народы, потому что многие народы были там, которые поверили Моисею и пошли за ним. И потом сделали тельца. Секундочку, секунду, в этом аяте не говорится о тех иудеях, о некоторых иудеях. Говорится о всех иудеях, что они, иудеи, враги. Братан, держай минуту. Карасач, это послушайте, пожалуйста. Я не говорю, иудеи, они мои братья, смотрите. Потому что среди тех ситуаций, когда Моисей их спас от фараона, были кто уверовал в Христа, кто упал в многобожество. А остались и евреи, которые по Моисею Торы пошли. Я этих евреев уважаю. Они мои братья, уважаю, я ничего не говорю. А касаемо сейчас это всего разногласия, просто вы должны в это всех писаниях тонкости узнать и расшифровать. Это расшифровка. Думать, расшифровка, правильно доводить. Потому что все пророки были для всего человечества, а мы, когда уверовали, мы тоже для человечества. Потому что у нас есть знания, мы должны для людей быть, которые даже если человек... Как ты расшифровываешь этот аят? Как ты расшифровываешь этот аят, что иудеи худшие из врагов? Я не говорю, что иудеи худшие из врагов. Иудеи избранные. Мы сказали... Секунду, это не ты говоришь, это аят говорит в Коране.
Да? Про вас же надо говорить. Иудей, я вас выбрал. Я спрашиваю, как ты понимаешь этот аят? Ну, я вам хочу сказать, пожалуйста, дайте сказать. Потому что он сказал, что иудеи – это избранный народ. Одно «ну» есть. Потому что он сказал, если вы в Мусу руководства не уверуете, то я над вами сделаю выше вас людей, которые уверуют в Мусу. Понимаете, вы худшие станете, вы униженными станете, я выше вас сделаю тех других людей. Нет, там такого не сказано. Там аят написан, что иудеи и многобожники – это худшие из врагов. Было государство на территории арабского полуострова, называлось Химьяр, 4 век. И когда пророк говорит о евреях, прежде всего имеет в виду этих евреев. Вот послушайте сюда, вы евреи, когда, например, у вас на вашем языке, как говорите своего Всевышнего, как называете на своем языке? Просто скажите мне, пожалуйста. Элоким. Элоким, правильно? У вас по-другому вы говорите, а есть... Элоким. Аллах говорят. Или, по-моему, так. По-любому говорят так. Нет, говорят, но в любом случае у нас есть очень много названий Богу, и только одно настоящее его имя. Теперь послушайте сюда, пожалуйста, сестра. Из-за этого вы говорите, у нас есть в этих ситуациях многие этих. Из-за этого вот эта ситуация есть, кто много уверовал в других ситуациях. Вот ты, например, уверовал в Мусу и в Тору. Молодец. Я тебя приветствую. Раб Аллаха, почему у тебя вот всех хорошо слышно, а тебя плохо? Может, ты спустишься и поднимешься снова? Извините, у вас это передача «Какая религия права? Иудаизм или мусульманство?» да? Нет, мы говорим о том, что в исламе пишут. Мы говорили о том, сколько там надо было подтираться. И насчет деревьев, которые для иудеев... Для меня это один и тот же бред, понимаете? Один и тот же бред. Нет проблем, Абу Кирилл. У меня, как иудейки, вообще нет проблем, что для тебя иудаизм – это бред. Ты не должен его принимать. Все нормально. Мы, иудеи, не ходим убивать людей. Я знаю, поэтому нам не навязывают иудаизм. Если вы не будете верить иудаизму, я вам отрублю голову. Никто не говорит нам. Да. Более того, никто не должен верить в это. Не, Абу Кирилл, знаете, о чем он чуть-чуть грубо это сказал? Всегда вот этот разговор о исламе сводится о вот это соревновании религии. Вот это, как... Абсолютно, Марго, абсолютно. Вот да, это нет, чтобы как-то вот это аргументировать истину, свою истинность ислама, начинает переходить, а вот там плохо, вон там тоже плохо, а вон там это. И начинается соревнование, кто лучше, чей бог лучше, чей и так далее. Низам 2002. Вот смотрите на экране. Вот давайте обсуждать вот это. Это актуальная проблема. Кто не согласен или согласен с этим. И кто на Низаме 2002. Абу Кирилл, тут, кстати, был вопрос по поводу него, что он там как-то нашел какую-то золотую середину в шариате в однополых браках. И никто не понял, каким образом это. Где это он нашел, да? Каким образом он это нашел, вот эту середину золотую? В середине нашел. Вот этого, как его, раб Аллаха, ты здесь, вот это, где он нашел вот эту середину? Можешь сказать нам? Он здесь? Он вышел. Вот, раб Аллаха это Абед Аллах. Вот здесь ниже цитата на заставке. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что не спасал Аллах, являются неверующими. Сура Аль-Майда, 44 аят. Вот этот аят, он знаменит в чеченской среде, ну не все это знают, это там единицы еще, не все знают. Он чем важен? Вот после первой победы, после первой русско-чеченской войны, после победы, вот именно с помощью этого аята, вот используя вот этот аят,
разрушили государство, можно сказать. Повели вектор в сторону исламизации государства. Всех руководителей, всех как бы осознанно, неосознанно, но направили в сторону исламского государства именно с помощью этого аята. Вы можете повторить, пожалуйста, этот аят? Да, те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что не послал Аллах, являются неверующими. То есть поставили перед выбором, жестким выбором людей на тот момент, которые... Кто не с нами, тот против нас. Да, ну, руководители, даже вот, которые хотели демократические государства, они, как верующие, считающие себя мусульманами, не смогли пойти против этого аята. Против этого Аллаха не смогли пойти. То есть, если я сейчас, как президент, приму решение выбрать демократическую конституцию, вот такие правовые эти западные, демократические законы, то они идут вразрез со законом Аллаха. И я становлюсь неверующим. А неверующий попадет в ад. И все, у него нет другого пути. Или ему надо отказаться от ислама и уже дальше действовать в соответствии с демократической конституцией. Или надо ломать эту конституцию, делать поправки и так далее, изменять конституцию. То есть этот важный момент вот произошел. Это сами идеологи на тот момент все это описывают, это в интернете, вот что они, опираясь на этот аят, вот так действовали. То есть это не какой-то наш вывод, это задокументировано. Кто-то из вас в раю находится, там птички поют у кого-то, прям в раю. Да, птички курят. Скажите, есть в исламе понятие ада? В первую очередь там про ад и говорится. Постоянно все проповеди начинаются с пуганием ада. Ну, это у всех, плюс-минус. Спасибо вам за ответ. Всего доброго. И спасибо всем. Хорошего дня. И вам. Абу Кирилл, представь, денется, а не знаю, ты целуется, Абу Субук, допустим, да, Абу Субубош, Хаво Шука. И вот там где-то ты с концепцией недоволен, где-то чего-то тебе заявляет. Вот кто не стоит на низаме, тот не мусульманин. Аллах, Москва, вот это и есть. А так и вопрос, что шариатские государства строят, я ощущу концепции выражения, не соответственно, дала мекшду или... Да. А так ты, короче, демократ. Врать можешь, да, на благо ислама, на благо Низам 2002, ты можешь врать, да, как ты хочешь. Да, ты врать можешь, тебе даже инструкцию дали, как врать. И главное, что у тебя цель, конечная цель у тебя идет в соответствии с требованием Аллаха. Главный результат. Цель оправдывает действие, вот так это было? Да, цель оправдывает средства, да. Интересно, вот можно пойти выучиться на священника, сделать карьеру и стать папой римским ради достижения этой цели?
чтобы потом распространять ислам, да? Ну, изнутри разрушить христианство, да, там. Да, интересный вопрос. Ученые есть здесь? Нет, папа римский ты стал, и потихоньку такие незаметно законы делаешь там, чуть-чуть. Они так непонятны. Жим как бокуш ислам чубал, Как Низам 2002, да? В Да, кустах да. где-то, как где-то в кустах, где-то там принимаешь разные законы. Ты папа римский, у тебя есть вот эти священники твои. Ты потихоньку их, короче, подкармливай, потихоньку ислам чубал. Они уже становятся истинными мусульманами. И вы там тайно, короче, дальше уже у вас джамаат уже внутри католического Ватикана, у вас уже внутри джамаат. И потихоньку вы начинаете распространять. Почему нет? Можно. Это Улилу мечту керимду. Вендетты сходят, вот мы-то сейчас в куфр можем встать, там уже что-то. Хафиз везом, хафиз. Вайши митаумнош дейсен, вайши куфр чурду. Гореть. Туя связа. Аллаху хамда. Аллах якбар. Хазарем хаттер. Ложь. Ведь Голцинах, вот такие, да, вот у тебя цель установить слово Аллаха на земле. Можно ли сделать карьеру в этом христианстве, католицизме и стать папой римским и дальше, чтобы уже изнутри вот установить все это, короче, слово Аллаха? Такие это халял, да хоть, не знаю, наложницей Папы Римского можно стать, чтобы во имя Аллаха установление слова Аллах достичь цели любыми, да, вообще всевозможными путями. А вдруг, допустим, вот Стелла, она мусульманка, внедрилась в еврейскую общину, и может у нее цель установить слово Аллаха на земле. Вот почему ее ненавидят? Может, Установить шариат. да. Не, вот почему ее ненавидят? Может, вдруг они должны подумать, а вдруг она на нашей стороне просто внедрилась. Сердце не может заглянуть никто, да? Да, в сердце никто не может заглянуть, и они потом, прикинь, окажется, что они зря ее ненавидели, она, оказывается, дело делает. Очень хороший вопрос задал. И в итоге, получается, мусульмане никого не могут ненавидеть, потому что, а вдруг все вот эти, и Билл Гейтс, и Илон Маск, и Трамп, и Ким Чен Ын, и Путин, они, может, все вот участники вот этой установки слова Аллаха. Даже Эпштейн? И Эпштейн, да, тоже. Я дико извиняюсь, как я в ваш этот список попала, шикарный. Ну, ты просто как пример вот здесь участник. У меня подозрение есть насчет тебя. Нет проблем. Если вы меня подозреваете, это хорошо. Это значит, что я хороший актер. Шутка, бомбарбекер. Нет, тут Василий Иванович там нужен, чтобы разобраться в этой теме. Вот Абу Хамза этого Прометея назвал Чапаевым. Ну, то есть Василий Иванович он теперь.
Ребят, спасибо за эфир. Я попрощаюсь, Стеллочка. Вам всем спасибо за эфир. Я, наверное, пойду. Еще зайду обязательно. Спасибо, до свидания. Спасибо, пока. Ну, Абу Кирилл, так, были претензии по поводу религии. Давай рассказывай нам про Ахмед Закаева. Что же он там говорил? О чем вообще? Что он толкал? Чтобы люди знали. Я чуть занят, минут 20 я освобожусь. Чуть занят я на работе пока. Не могу говорить. Так, что здесь за кафирская тема у вас, я не понял. Элла тоже такие делает все. Да, Стелла тоже такие. Вот Лазик или он, они тоже вот, они... Фаргус, ладно, Саид, вот чувств колещаться пока минут 20-30, сколько душу. Вот этот Закаев и Закаевский, вот его джамаат, его первый вице-наиб, Абдулла, который, вот эта русская бабушка, задала вопрос, и он там, короче, начал путаться в ответе. Если бы они бы не вели двойную такию, этот Закаевский джамаат, он бы с легкостью там сказал бы, да клянусь мамой, я вообще там феминист, однополый, двухполый, короче, все что угодно, понимаешь? Ради установления слова Аллаха. Но проблема в том, что если он здесь это скажет, то там джамаатовцы его сразу запаникуют и скажут, ты что нас, ты нам такие сделал, короче. И поэтому им вот так приходится. И этим как бы, я даже не знаю вот что ответить. Кого он там приводил? Блин, забыл я уже этого лидера. Эрик Хонекер. Эрика Хонекера, да, там Эрик Хонекер, вот, и у него спросите, короче, типа, на него начал ссылаться. Вот в этом там вся проблема. То есть так бы он спокойно, как фура, если они в закулисье были бы, сказал бы, да я вообще ни капельки, короче. Это вообще не про меня, да вы что, вообще, как вы вообще подумать могли такое? Мы тут не то, что, короче, мы сама светскость. Я вообще сам, от моего имени пошло вот это название секуляризм. Я вот и есть секулярист сам, что ни на есть, короче. То есть за кулисье они спокойно могут вот так разговаривать. Но их джамаат, он им не... Уже вот то, что он даже замешкался, это ему чревато, короче, последствия будут от этого. То есть его многие затопирнут и скажут, ты что это там не сказал, да, мы исламское государство туда. Потом ему надо будет перед ними отдуваться. Я просто хотел вот так, они, чтобы потом нас сразу не прихлопнули, а вот так вот, короче, мне приходилось выкручиваться туда-сюда. Вот такая вот у них нелегкая жизнь, судьба. Нелегкая эта работа. Тащить шариат из болота. Или наоборот. Тащить болото из шариата. Вот давай вот смоделируем ситуацию, допустим, вот условно, вот президент, ты президент страны, да, не ты, а вообще вот кто-то там. И ты как бы этнический мусульманин, заявляешься мусульманином, там у тебя друзья, окружение, все общество, весь народ как бы говорит, что мы мусульмане. Но у тебя демократическая конституция, светская, где религия отделена от государства. И тебе приходят чуваки, ассаламу алейкум ва рахматуллах,
там с тобой чаи гоняют, тебя поздравляют с победой над кафиром, там, России, там вот вы герои такие, все такое. И между делом мягко, короче, маленькими шажками приводит ему хадис. Те же, которые... Ассаламу алейкум. Те же, которые не принимают, те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что не спаслал Аллах, являются неверующими. И тебя загоняют в угол. Чувак, ты мусульманин? Он говорит, да, мусульманин. А у тебя демократическая конституция светская. И тут ему что надо сделать? Или надо ему послать этих всех и сказать, я не мусульманин, короче, я вот светский демократ. Да, это шах, скажем так, шах и мат. Да, и что его делать-то? Ты типа говоришь, что ты мусульманин. Конечно, я же чеченец, я мусульманин. Да вы как даже спросили у меня про это. Короче, там вот такая тема, а потом ему раз, и пока хоп-поля, оп-оп-оп, сразу показали вот такой вот фокус, прием. Видишь, тут тебе предписано, что ты должен только по законам Аллаха. И так, и что? И твои следующие шаги. То есть это вот очень хитро. Чтобы это все их вот за шкирку взять оттуда и всех, короче, с разгону таким пинком вышвырнуть, да, вот этих всех говнюков, которые там лазили. Для этого ты должен был осознавать, что это за идеология, с чем она, короче, ее едят, из чего она состоит, как. Ибрагим, вот. Следующий шаг — принимать демократический шариат. Демократическим образом. Просто вот сейчас этот Фарго, он четко сформулировал вот ту ситуацию, которая у нас там была. То есть вроде раз вот у нас такая ситуация, вот мы еле-еле там вот это, скажем так, военное дело завершили, да, еле-еле, короче, там столько потерь, столько вот этих вот пострадавших там, да, вот эта вся такая ситуация, все разрушено. Еле-еле там все, пошли ва-банк, короче, заскочили их полностью там, везде окружили, где они находились. И эти им помочь не могут, и эти там с голоду сдыхают. Пришлось им вот так вот. И вот после всего этого там же надо все поднимать, надо, короче, сколько там инвалидов, сколько там пожилых людей. То есть это твой народ же, то есть тебе нужно полностью с экономикой что-то делать. Туда привлекать какие-то инвестиции, восстанавливать это все, требовать за ущерб нанесенный, восстанавливать. Короче, среди всего этого появляются вот эти хернюшки, извините меня за откровенность, которые тебе начинают там показывать вот эти фокусы, да, ты же мусульман, а видишь, здесь по-мусульмански же вот так, и только в этом будет благо. И только это то, что благословит Аллах. А ты же вот у вас, видишь, аллахская ситуация такая. Сколько у тебя близких погибло, сослуживцев, родственников. Вам же Аллах помогал, видишь, теперь вы тоже должны Аллаху помочь. Ну, я так как бы утрирую это, но имеется в виду, что примерно, недословно, но примерно вот такими как бы приемами, видишь, вот. А ты что, ты же мусульманин, да? Да, мусульманин, конечно, мусульманин. И начинается вот это, да? И все-таки интуитивно человек понимает, что это болото полное. И ему приходится вот заигрывать с этим, да, там, пытаться и не мусульманином не показаться, и при всем при этом еще все, короче, под откос не пустить. И вот это вот. Это самая сложная, в принципе, ситуация, которая там была. Просто если бы осознавал бы, да, вот сам
руководитель государства, его близкий круг, если бы четко осознавали, с чем они столкнулись, чтобы все это взять там, это все равно даже на тот период, наверное, это было бы невозможно. Потому что вот сейчас же мы видим, да, средства массовой информации, социальные вот такие площадки, соцсети. И то ты столько, и все полностью выворачиваешь наизнанку, и там вот они просто сидят в этих группах и говорят, просто не заходите туда. Просто, даже который их оболванивает, он говорит, я сам боюсь туда зайти. Туда, если зайдешь, там вообще страшно. Там евреи собрались, короче, с этими. Они их финансируют, короче, и полностью хотят у нас религию отнять. Не, я реально так вот. Вот видишь, Азимут, этот говнюк, старый пердун, я извиняюсь, Ахмад, вот сейчас зашел, он тоже сидит среди вот этих и вот это вот рассказывает. Это все евреи, только чеченцы, да, только чеченцы могут сохранить ислам, давайте, чеченцы, вставайте, короче. Вот это дагестанская мразь, да, я против дагестанского народа ничего не имею, но вот такие, которые среди нас прижились, вот эти мрази, они полностью вот так наш народ, представь вот этот, бля, потомок какого-то чабана, вот ему давать себя разводить. Профессор Преображенский говорил, что читать газеты российские вредно для пищеварения. Но тебе, Ибрагим, было бы полезно, наверное. Ты очень хитрая мразь. Я просто хочу еще раз повторяюсь, я вот таких, он просто пожилой, да, и все равно пожилых людей это не, ну вот для него можно сделать исключение, вот для такой мрази все-таки. Я просто подчеркиваю, я себе никогда не позволяю пожилых людей оскорблять или как-то вот так от них отзываться, но вот эта вот мразь, она просто до того вредна, да, она своим вот этим возрастным, пользуясь там возрастным вот этим своим положением, да, она вот так вот обманывает молодых людей, ходит, а сама где-то сидит в дырке. Вот самую первую вот эту мразь вытащить оттуда, откуда-то, да, и ее в Афганистан просто отправить. Вот самое, то, что вот нужно было бы, да, вот для того, чтобы всю вот эту вот ситуацию на место поставить, да, урегулировать вот этих всех мразей, вот таких вот, которые подстрекают там, молодых людей, да, их вот собрать в кучку там человек 10-15 их максимум, вот таких самых. Но это тоже не такая уж глубоко плавающая рыба, там есть еще похитрожопие, которые сюда даже не лезут, вот такие соцсети. Они там ходят, розовые, пушистые, безбородые, короче. Вот этих мразей, да, они известны, они вот здесь на виду все. Вот их штук 10-15 собрать, и просто не надо с ними ничего там бесчеловечного абсолютно. Просто в Афганистан, в шариат. И все. Весь ИГИЛ, он бы закончился бы на этом. Вот эта субординация младший-старший в нашем обществе по отношению к таким должно применяться, как бывает вот в любой ситуации, форс-мажор. То есть форс-мажорная ситуация, когда вот эти правила этикета по отношению к таким уже перестают действовать. Просто все равно это ненормально. Это как бы в обществе делать, ну, создавать ситуацию, что это нормально вот так вот с такими этими, с его ровесниками вот так вот обращаться. Все равно это ненормально. Но вот этот вот, он просто особенный. Поэтому я это и подчеркиваю. Любой политический противник, политический, идеологически, вражеская какая-то сторона, с ней можно нормально, скажем так, пообщаться, подискутировать. Но вот такие
именно подстрекатели, вот эти лицемерные твари, они... Из-за них очень много людей страдает просто. Он хочет подняться, он закинул запрос. Да, можно его поднять, он просто унисон там что-то калякал. Я его поэтому скинул. Ибрагим, я перееду в Афганистан, если вы заплатите за нанесенные уже последние 40 лет Афганистану. Миллиарды заплатите Афганистану. Вот я туда поеду. Советский Союз и США должны выплатить Афганистану. Когда мы заставим заплатить сначала до триллиона долларов, вот, а хозяин вы, перед которым ты раком стоишь, Путин, твой Аллах. Хотя ты тоже... Аллах, лебаре, старый, вонючий хрищ гребаный, сюли, яхкет. Аллах, лебареск. Хлеборезку закрыл, когда тут будем разговаривать. Хлеборезку закрой, я же могу твою хлеборезку закрыть. Закрой хлеборезку. Афганистану мы ничего, ни хрена не должны. Вот выбивайте для Афганистана, кому вы считаете, что Афганистан должен, вот у этих стран выбивайте. Мы знаем, кто наш должник. Это ваш хозяин, ваш Аллах гребаный, ваш Аллах Путин. Да, которому вы, шмары дагестанские, служите. Да. Чеченоговорящие причмандовки, которые со времен 40-х годов, когда Сталин, ваш брат Муджахид, вам дал, ездить на чеченских кефирских харчах, вы, проститутки, с тех пор живете у нас на наших землях, выучив наш язык и притащили еще туда вот этого вашего опущенного педофила, музмагу. Да. Все, закончил, да? Можешь молоть свою хлеборезку дальше. Слушай, в 19 веке уже было это переселение в Иорданию, Турцию. Все, мы всегда ходили туда, где шариат, да, хорошо? А в Афганистане пока разруха. Где шариат? В Турции шариат? Да, дебил, бля. Какой в Турции шариат? Какой 19 веке? Тогда как раз таки Ататюрк, Кемаль, блядь, ваш шариат и ваш ислам туда, где ваш пророк камнями потерялся, поимел. Поимел ваш ислам в одно место, Ататюрк. Учи историю, дебил. Ты не знаешь, что такое 19 век, наверное, да? Дебилок. 19 веке Турция şeriat до Бога. 19 век. Да, шариат. Даяла değil de dayal. Бидимашты, блядь. Биться будет, чувак. Вообще так ее. Что будет 19 веке, что арбуешь на шариат, хуй придурок, блядь. Придурок, обоерил. Велик барни. Аквар даем, чекалыш, помянцы дойш, нахи. Азимут, Низам Телотия 2002. Признаться, вы будущий президент бывает. Закаемся, хуяктугас, Низам, хуят. Автор идеи Закая власть, да? А вот я муху там хуюцаться хуш. Закая му автор идеи. Я за любой кипиш, большой я. Ну это понятно. Верим, нет, меча авол сразу единственное. Так и срание, шариат не трезвую. Так и срание, шариат.
Израиль, а должен буду шариат. Люди там живут по шариату. Что тебя гей-клуб? Что ты в центре Махачкалы? Какой там шариат? Голубой у вас? Люди Писания. Среди нас живут люди Писания. В Дагестане 2 гей-клуба в центре Махачкалы. У вас там голубой шариат. Бордели им нужны, понимаешь? Люди Писания живут там. Это для дагестанцев даже? Ну, да. Всегда мы уважали их веру, их извращение и все такое, понимаешь? И поэтому есть там. Вы всегда лизали зад евреям, да? Не лизали. Это они лизали нам. Как ваш пророк мудак лизал, вы дальше лежите зад евреям, да? 14 веков они лизали. Теперь не знаю, кто кому лежит. Щукин халиф ушел, ой? Щукин. Щукин? Ну, тот халиф, главный халиф, назначил Щукина халифом в Дагестане. Щукин, его словили из Каспийского моря, и да, щука. Не, Щукин, глава Дагестана, он халиф. Его назначил тот главный халиф. Он вали, амир или вали? Он подхалиф, а не халиф. Наш халиф Путин. Да. Путин наш халиф. Путин вместо Аллаха. Путин поимел Аллаха. Путин ставил Аллаху позу раком. Альхамдулилля. Если на Бога ходит, может он имеет Яхву. Путин поимел Аллаха 100%. Не знаю. Нет, дагестанский, Вали, да? Вали, этот самый, Щукин. Щукин, когда Щукин произносишь, 3 пальца надо в рот класть, азимут. Почему? Свистеть, что ли? Пробуй. На ноги или руки? Как ты делаешь? Ну, до твоих этих фантазий я, правда, не думаюсь. Уж слишком у тебя там извращенная психика. Ну вот, когда... Я теперь принесу книги или отправлю по адресу вот эти старые советские Булгаков. Читаешь, будешь более образованным. Хорошо? Ты что ли? Не хватает. Какого черта ты книги читал? Тебе же нужно Коран, Камасутру, и Сахих Хадис, и Бугари, и Муслиму читать. Булгаков, еврей, Маву. Он же еврей, Булгаков. Ты что? Вообще что ли? Он же за нас топил, да. За идею. А вот эти не мусульмане вот в Дагестане, которые не мусульмане, они жизнью платят Щукину? Они натурой платят, натурой. Униженными. Да, униженными. Раньше они гордо платили там, до ислама, гордо платили. Теперь исламу униженно платят. Мало, но униженно. ولندت عمتور تابلي يعبلنا هاي Верен, что Аллахом дух ияллахач вереннек. И прямо, что Аллахом ия вереннек вахач ухсо. 5 раз день. Библия ша тария мадав. Он хазари, что Аллах 5 раз день раком хит ваш ухсо прямо тронте. Яхкел гребаный сюли. Поэмори любимый транспорт, а есть я чупидерш. А поэмори любимый транспорт, люк вир. И шахты, а люк а поэмор бошнир всю жизнь. Шия дахари ацаз бен гортих я хаят, шо поэмор бошнир. Хият ацаз гору, чук яшта ки горан тхияняц, а поэмор ботие пагал. А поэмори любимый транспорт, юк и шак. Да жуки мой ишак. Может трил тухек мы жуки мзаотеш. لا شو بايمر شو اللي يحكي إيشك شو دنيا أنت أخي اللي ياتس خان ياتس يوتين أو تاقع بقبل سؤال نكتبه إيش تتعيي Радимот,
Ничего. Азимут حوالي Швеция, Низам Тилоч, в 2022. Элла, у вас вот среди евреев есть ашкенази, потом, забываю я вот эти названия. Марокканские евреи, йеменские. А вот азут такие есть там? Азот нет. Не было вроде бы. Извиняюсь, просто интересно будет. Хотя йеменские могут подойти под это описание. Йеменские не подойдут. Ну, в одной части подойдут, а в другой нет, потому что они худые обычно такие. И они не крупные такие, как описано там. Нет, йеменские не подойдут. Фарго, Булгаков, он не был иудеем, он был женат на третьей жене, у которой были корни еврейские. Это вот под нее он написал как раз «Мастер и Маргарита». И его описание и тема иудеев, это как раз была из-за нее. А так он, в принципе, у него вообще, он родился в семье священников, там никакого еврейского не было. Видишь, я пользуюсь общей информацией, там все время вот говорили, что он еврей там, почему-то. Родился вообще в семье христианской, священников там нет. Просто, видимо, эта тема его интересовала из-за любимой женщины, да, которая связана к евреям. Ну, видишь как, вот здесь чеченский чат своими проблемами там обсуждаем. Заходят сюда евреи, потом нас называют евреями. Вот так это бывает. Только вас. Все, кто сидят с евреями, их называют евреями. Мы растем не по часам, а по секундам просто. Если весь мир поделить на две части людей, то получится так, что на одной стороне будет весь мир, на другой стороне евреи. Даже если евреев отправить на Луну, то каким-то образом тема не успокоится и будут говорить. Я почему-то в этом уверена. Что я сейчас реально озвучил одну из вот этих вот хадисов, которые вот такие эти азут или азимут, короче, вот такие рассказывают. Хадис или нет? Азимута, да. Азимут, давай, заходи, расскажи, чья это работа. Зута. Хадис про Зута, если это достоверно считается. Я Азимута сюда приписала. عربي زقون العشوة عربي علوانة زقون مجتيون قلوكم بوقر باستيا غزيتك ما يزوش عربي زقون يا زا ديمقراطي ومش مناتي غزيتك
خيال يسوع يعني. Марша довольно ногче. Хорошо.